12 апреля. Как мы видим, озера еще подо льдом. Выход с озера тоже. Но мы не сидим дома. С Романом вот подъехали сегодня. Где он там? Вот Роман, Туман там прохлаждается. В общем, будем сегодня строить плоты, готовиться к весновке. Немножко грязи уже, как мы видим, вот есть. В принципе, отключать все размыло уже. Будем строить плот. На плот поставим палаточку. Я так думаю, палатку Алтай. Это конец озера, в начале озера Роман будет сидеть в палатке. Ну или я здесь, он там. Или он там, или я здесь. В общем, посмотрим, как что получится. Готовимся к весновке. Скоро, очень скоро, через неделю. Уже открытие охоты, даже меньше, наверное, осталось. И будет все красиво. Ну, прежде чем было все красиво, надо красиво поработать, потрудиться, что мы и делаем. Вот это вот так здесь не лежало, это тоже валежника, светровала, горельника, это все уже привозили. Приезжаем уже 4-й раз, наверное, или 5-й. Так что везде нужно потрудиться, чтобы все было красиво. Как-то вот так. Туман и тот устал уже, да, Туман? Ну вот, первый этап пройден. Заложен нижний слой фундамента. И смотрите, что это в криве кость. Это болото. Все это дело потом как надо просядет, выпрямится, и все будет чики-пуки. Ну что, как думаешь, получится? Туман. Как думаешь, получится? А, Туман? Устал, что ли, а? Это тебе не на цепи гавкать. Уток пока не наблюдаем. Так, ну вот еще один этап позади. Выровняли средними бревнами. На толстые бревна наложили средних, ну, мелких бревен сухих, сушняка. И теперь получается, не смотрите, что-то вот это немножко местами провисло. Это болото. Это все вот толстые бревна, на которые пойдет весь вес. Они будут тонуть, и рано или поздно это все выровняется. Что-то утонет в болотину, что-то пока поплавает так. Главное у нас вот эта площадочка на месте. И по мере того, как будет давление у нас по крайним бревнам или по тем бревнам, где оно торчит, весь вес, оно рано или поздно все равно выровняется. Ну и все. Последний штрих выкладываем досками. Вот и третий этап постройки нашего плота. Обрезная доска 25-ка, шириной 125 мм, в общем длиной минимум 2 метра, где-то может 2,5, 2,10. Это у нас получилось вот. Получилось как-то вот так вот. Немножко не хватило. По идее надо было где-то 2 с копейками. Палатка у нас будет где-то 2,70 Алтай. Сейчас попробуем натянуть палатку. И посмотрим, что у нас получится. Края будут висеть по-любому. Что-то, может быть, придется расширять дополнительно с этих бревен. Сейчас глянем, палатку поставим, там видно будет. Так, ну вот заключительный этап. И что мы видим? Мы видим, что площади нашего плота не хватило. Не хватило даже на одноместного Алтая. Алтай-1 по низу 2 метра 70 сантиметров. А у нас получается где-то 2,5 на, грубо говоря, на 2,30 где-то получилось. И немножко не хватило. Немножко не рассчитали, но ничего страшного. Прутики у нас вот, получается, висят. Ничего страшного. Это мы все заколотим, это дело. Гвоздичками тут прихватим, чтобы не привязываться к кустикам. Тут у нас тоже, как мы видим, все это закрывается, все это висят, дождь стекать будет. Одна бойница смотрит налево, вон туда. Вторая бойница смотрит направо. Здесь стрелять нечего, тут очень близко. Выход у нас. Дверь здесь,
Печка по надобности. Вот с этой стороны труба у нас будет сзади, но посмотрим, может ее и даже и не понадобится. На всякий случай немного с оставшегося материала приготовим дров. Осталось, как мы видим, совсем немного. В принципе, рассчитал ровно. Чуть-чуть не учли размеры палатки. Ну, ничего страшного. Сейчас сюда пол постелили. Внутри у нас вот так вот получилось. Все четко пахнет пиломатериалом, опилками, так как доски свежие. Болт у нас, наверное, в каком-то кармашке, Ром. Я так думаю. В общем, будем собирать и пойдем строить второй плот на маленькую палатку. Да? Ну вот как-то вот так вот получилось. Немножко, конечно, корявенько вышло, особенно здесь, возле входа. Прутья у нас без упора торчат наружу. Короче, в обхват всего плота. Не хватило немножко площади. Ну ничего страшного. Я так думаю, это всяко лучше, чем сидеть под открытым небом. Как растает снег, проведем дальнейшую маскировочку. Это будет дальше видно. Но пока вот как-то вот так вот выглядит. Это как избушка получается. На крайняк, если будет утка бояться и избегать палатки, облетать или что, то всегда можно сделать скрадок где-то поблизости. Просто отсюда, с этого места до избушки больше 2 километров, 2,5 где-то, наверное. И каждый раз топать отсюда в избу. А так спокойно лег. И ни дождь тебе не проблема, ни снег, ни ветер. Спокойно на сухом ровненьком полу, в палаточке, в спальном мешочке можно будет отдохнуть 2-3 часика. Это не дрожать и мерзнуть под открытым небом. Как-то вот так. Одна палатка, один плот готов. У нас есть еще одна маленькая китайская уже палатка небольшая. И под него сделаем плот. Примерно будет он по размерам такой же. Только с учетом того, что она 2 на 2 или сколько там, она ляжет у нас ровненько. И пока не растаял лед, едем, делаем до темноты, то успеем, то успеем. А потом в избушке отдыхать. Скоро охота, да, Роман Геннадьевич? Полностью в закате. Вообще, не пролетает еще ни одной утки, она где-то затормозилась конкретно. Но душа уже радуется, скоро, это будет скоро, через недельку уже утка пойдет. И мы это увидим. Ну что, друзья, теперь приступаем к постройке нового плота для новой палатки, для нового шалаша. Поехали. Вот, начало уже есть. Площадку в болоте прочистили. Правда, до сих пор еще не знаю, болото это или озеро, что-то здесь лед. Ну, так как растут березы, я так думаю, как минимум здесь земля. Ну, если озеро будет плавающий плод. Поехали. Стройка начинается. Если успеем до темноты, будет красиво. Ну вот готов фундамент. Как говорится, первый этаж, подвал. Фундамент готов. Приступаем ко второму этажу. Второй уровень плота готов. На толстые чушки, на толстый фундамент положили вот такой сушнячок, чуть потоньше диаметром. Вот сколько тут вот толстых, вот такой вот получился квадрат. 2,5 метра примерно одна сторона, примерно, ну да, квадрат. А доски у нас 2 метра в среднем. Так что сейчас поставим доски и посмотрим, что у нас получится. Так, думали, решали, как распределить или посередине, или как. В общем, решили, что оставить вот такой порог для крыльца. Здесь на досках у нас будет
палатка, а здесь будет типа порожочек, порог небольшой, чтобы можно было так вот, опана, сесть. Вот так вот, палатка сзади, а я здесь сижу, здесь такой с ружьишком, здесь у меня кустики, веточки, нормально, можно посидеть, надоело сидеть, лег в палатку, полежал, ну как-то вот так это будет выглядеть, так и сделаем, да? Все, приступаем. Ну вот, в принципе, и все готово. На улице уже начало темнеть, не знаю, как видимость, но у нас вот получился вот такой вот плотик. Так, подожди. Давай сначала тот край, потом прижмем. И самые тонкие гвозди возьми, там батончик, который в этом. Потому что толстыми, чтобы не лопнули, соточкой не будем заколачивать. Вот такой выпуск. Лучше немножко туда вот сделать, это ровненько все. Вот так вот. Все. Вот такая вот красота у нас получилась. Сейчас это все заколотим и будет ровненький полик. И здесь у нас будет стоять тоже палатка, только китайская, небольшая, без печки. Чисто от дождя. Как-то вот так. Это вот тут такой порожочек. Не знаю, вот как глубоко утонут наши вот эти толстые бревна первый этаж. Они по-любому утонут. Будем надеяться, что где-то до половины. Ну или хотя бы до второго этажа. Главное, чтобы второй этаж не затопило. Не дай бог третий. Все, закрепляем и будем устанавливать палатку. Вот такой вот красивый закат. Слышали, крики лебедей пролетело, но стайка, видать, небольшая. Видеть не видели, но где-то вот здесь в темноте пролетели, слышно было. Первый звук. Тихо. Нет, показалось. Вот. Ну и вот, палатку пока решили не устанавливать, оставили так. Раскрыть ее недолго, чтобы ветром не унесло. Завтра будет день, будет пища. Завтра еще лед не сойдет. Завтра сделаем установочку и маскировочку небольшую. Это будет завтра. Ну а пока на полных парах дуем в избу отдыхать. Сегодня потрудились на славу. Сделали 2 плота, поставили 2 палаточки. И давайте поймаем тишину. Все-таки слышно, что-то слышно. Вдалеке. Этот телефон еле слышит, по-любому слышно не будет, но это небольшая стая первых лебедей пролетела. Лебеди они первые, я так думаю, через недельку к открытию охоты все будет как надо. Если даже озеро будет стоять, то на болоте в одном конце и на выходе озера с другого конца что-то уже будет. Так что все, что не делается, все к лучшему. А теперь поехали в избу, растопим печку, приготовим ужин и будем готовиться к ночлегу.
Так, пока одно, другое, третье. Время уже без 20:10. И мы только сели ужинать. Роман приготовил нехитрый ужин. Догадайтесь 3 раз, что у Романа в меню. Помните, чем он меня 2 года назад кормил на Весновке? Правильно, макаронами. И с чем еще? С колбасой. Вот макароны на Весновке, вот Ромка до армии меня кормил на Весновке. Я никогда этого не забуду. Каждый день одно и то же блюдо. Макароны с колбасой. Ну, Ромка вернулся, и вернулось наше блюдо макароны с колбасой. Но оно не только с колбасой, а еще и с тушеночкой сегодня. Там были сосиски и яйца. Ну, сосиски, яйца тоже, да, были, все верно. Но зато вот незаменимый рыбацкий. Сегодня, ну-ка, достань, кулич. Сегодня давай покажу, расскажу, какой нам мама кулич испекла. Вчера отмечали праздник светлой нашей Пасхи. Опа. Ну вот это поросенок, а. Не знаю, как мы сейчас это будем, все в глазури. Все очень вкусно, вот. Вот такая вот вкусняшечка. Вот такой вот куличок. Это спасибо, Валентина Васильевна, тебе за пасхальный кулич. Мы как-то с Романом, помнишь, в палатке Пасху уже отмечали. Так что сегодня у нас пасхальная неделя. Можно всю неделю есть Пасху, биться яйцами. Вот такие вот яички пасхальные. Раньше полностью заматывали, типа термоусадки было такое. Замучаешься ковыряться. В общем, решили сделать проще. Вот такие просто наклеечки. Как говорится, дешево и сердито. Не стали заморачиваться с раскраской яиц. Ну что, Христос воскресе? Воистину воскресе. Кто пострадал больше? Ну-ка давай еще раз. Что-то. Ага, я победил. Так. Давай, пока. Это, кстати, плохо почему-то чистится, да? Угу. О, смотри, какой крепкий яишко. Не для меня придет весна. Забыл уже все слова, раньше все знал. Совсем старенький стал, память плохая. Знаешь, там есть такие строицкие. Так. Строчки. Есть такие там строчки в этой песне. Пасхальный день не для меня. Так, нам и сынок. И уж там, да чего уж там. Давайте. 3-го стаканчика сегодня нету. Так что, друзья, мысленно мы с Романом с вами. Христос воскресе. Воистину воскресе. А хлеб не засал, нельзя. Старый будешь? Давай. Сколько ему? 2 дня? Я стал весь, короче, там много бы стало. Туман, сколько там, полкастрюльки стало? 3 где-то. Продуктов не осталось на улице, он не будет церемониться. В ведре только. Ведро уже не раскрестет. Будем надеяться. Все-таки надо было в цепь взять, зацепить на цепью. Вот такая вот маленькая уютная избушечка. Землянка. Половина избы в землянке. Вот мы сейчас смотрим вот окно. На уровне окна уже земля. И здесь она вот где-то примерно на этом уровне. Хотя это вот оконный проем. Получается, раньше здесь было окно. Возможно, эта избушка где-то была раньше до сюда, но сейчас она вот настолько на полметра почти ушла уже в землю. И продолжает этот угол уходить, потихоньку уходить. Ну, как бы то ни было. Она бы давно уже прогнила, прохудилась. 2003, да, сегодня? Не 20, 19 лет назад привезли с ребятами. Печку поменяли. Здесь была уже прогорелая маленькая печурочка. Обколотили
арголитом, картонкой, фанерой, все, что можно, потолок, потому что тут невозможно было есть. На доски был насыпан песок, здесь беломошник, бор, и постоянно сыпался песок. Вот стол раньше был, вот где сейчас Рома сидит, там был такой маленький столик, сидушечка, и тут были нары. И вот заели, кто-то песок, и потом вот приходилось кушать, и все в зубах песок был. Спишь, уши, нос, это везде. Ну, я не знаю, кто такой строитель. Вот с ребятами потом с Артемом начали заколачивать. Потом уже где-то, наверное, лет 7-8 назад Володя сюда пришел, тоже много делал для избы. Тоже подзаколотил, поменял крышу, получается, чтобы не протекало. А сейчас, вот буквально позавчера приходил, он сделали на веранде, поменяли крышу. Володя менял, я поллатыга делал, он тут один, все копошился. Постелили баннеры. Спасибо, огромное спасибо Константину Уткину за подгон, крутой подгон. Подогнал несколько баннеров. Часть из них вот уже пошла в дело. Накрыли на веранде избушечку. Вот, накрыли вместо скатерти, вместо клеенки тоже кусок баннера. Как раз с бантом посередине, с сердечками, вот такой красивый. Потом степлер привезу, это все мы вот так вот заштампуем, и будет красивенький новенький столик у нас. Если каждый, дрова, естественно, сделали. Вот когда приходишь в избу, надо каждый раз делать что-нибудь доброе, полезное для избушки. И тогда эта избушка простоит и 10, и 20, и 30. И главное, чтобы она была в сухом месте и не протекала. Не знаю, сколько простоит эта избушка. По крайней мере, здесь уже поменять ничего нельзя. Пока стоит, она стоит. Она в землю потихонечку входит. Я так думаю, если она не будет протекать, лет 10 еще как минимум она простоит. Здесь мы не приходим зимой. Здесь в основном только на Весновке находимся. Весной. Ну и также бывает и осенью. Когда открывается охота на уток. Собираем ягоды. Охотимся на уток. Ну, у меня с этой работой уже, конечно, здесь в последнее время 2 года не получалось у меня толком ничего. Ни осенью, ни весной. Как-то весновку проводили в более, как сказать, в облегченном варианте, туда, куда можно доехать на технике. Сейчас пока мы на технике сюда заехали, но когда все растает, ну вообще-то я выезжал и на урагане по таким дебрям, по таким рекам, можно сказать, когда ручьи разливались. Но посмотрим, не будем ничего загадывать, будет день, будет пища. Пока мы готовим плацдарм для будущей весновки. Так, ну ты пока давай начисляй, пользуясь случаем. Пообещал передать пару приветов. И не отходя от кассы, прямо сейчас займемся этим делом. В первую очередь хочу передать привет Ольге Мальковой. Мы уже знаем ее. Это Уралочка на рыбалке. Канал раньше был у нее. Также есть на Дзене. С Ютуба она ушла, но на Дзене канал есть. Правда, заниматься больно сейчас ей рыбалкой некогда. Человек устроился на работу. И хочу всему рабочему коллективу Ольги Мальковой, а именно коллективу магазина «Рыбная вкуснятина» и лично Ирине Анатольевне огромный, красивый, праздничный, яркий привет с лесной избы от отца и сына Растворовых. Вот. Коллектив, ну, я так думаю, с таким человеком, как Оля Малькова, плохого коллектива быть не может. Она может собрать такой коллектив и как-то организовать все, то, что пора, Ольга Ивановна, быть тебе начальником. Ну, по крайней мере, хотя бы заместителем. Так что возьмите это на заметку, Ирина Анатольевна. Вот такой вот заместитель у вас будет. Вот. Так, ну что, один привет передали. Можно между первой и второй сделать небольшой
перерывчик и покушать. Чем мы занимаемся, вы коротко уже увидели. Это не просто так, это огромный труд, но труд нужный, труд важный сейчас. На Кате мне скажу, как к этому я пришел вообще, к плотам, палаткам и все такое. Давным-давно, 19 лет назад, мы притопали первый раз сюда с Артемом. Ну как, на весновку именно. Так-то это озеро я знаю очень давно. Приезжали сюда мы на летнюю рыбалку, рыбачили летом. Щучки, окушки на удочку с берега. Резинок, естественно, еще в те года не было. Кстати, первую резиновую лодку я купил свою в 2004 году, как раз в тот год, когда мы первый раз сюда приехали. Купил и приехали. Раньше без резиновой лодки здесь делать нечего. Тут были такие плоты, старые, гнилые, потому что становишься на плот, и он начинает уходить на дно. Потихонечку. Вот пока ты утку достаешь, надо сбалансировать его так, чтобы он не ушел. До сих пор по берегам пару плотов уже прогнивших есть полностью напрочь. Но они не такие плоты, что мы ставим для шалашей. Они, видать, сколачивали их, когда были из сушняка. А потом потихоньку они вбирали в себя влагу, воду и становились просто... Никакой скорости не было. Вот тут куда был. И пока ты толкаешься, а толкаться нужен длинный шест. Веслом бесполезно. Ну, опасно было. Лодка плоскодонка была. Пока достаешь утку, она набиралась водой. И вот одной рукой толкаешься, а другой вычерпываешь воду, чтобы быстренько утку достать. Она вся. А потом в итоге ее кто-то то ли специально прострелили, что ли, говорят. Ну, сейчас нету этой плоскодонки, скорее всего, она утонула вообще. Она, получается, местная была. Да, здесь. Вот, купил лодку, приехали с Артем сюда. Очень много уток поднялось на болоте тогда, штук, наверное, 300. Ну, думаю, попали в утиный рай. Построили шалашики вдоль берегов, но этих уток уже не было, ну, не пришли. Так, по 3-4, по одной-две полетали. Ну, добыли, конечно, уток где-то, может, 16 примерно на двоих. Вот. Потом пришли, замечал в одном месте посередине, где у нас первый шалаш, постоянно садится в одно место утка. И там в первую очередь начинает таять болото, появляется трава, и туда прямо вся утка идет. И там был небольшой шалаш такой, ну, 3-4 ветки вокруг, наверное, просто пару елок старых. И вот туда в этот шалаш мы заходили, в бродовых сапогах резиновых, не ПВХ, а в резине, вы представляете? Весна, минусовая температура бывает, -1, -2. И вот в резиновых броднях заходишь, по темноте еще идешь туда аккуратненько, чтобы никуда в яму, ни колодец не провалиться. И вот стоишь с ружьем наперевес и просто ждешь. Вот. Ни чучелов, ничего не было толком первое время. Потом потихоньку начали закупаться. Утка почему-то это место любила. Нет, раз сядет, что-то в лед попробуешь. Но выдерживали максимум час. Потому что через полчаса ноги уже были ледяные. Полностью от холодных ног начинал замерзать сам. И просто вот так стоишь и вот так вот. Ну, очень холодно было, естественно, и насморки, и кашли, и гайморит, и все вытекающие последствия. Не зря сейчас вот и суставы, и все такое болят. Потому что мы это все сами замораживали в свое время. Вот. И пришла такая мысль, что о чем мы мучаемся? Давай построим типа плотик и шалаш, и уже будем сидеть на сухом хотя бы уже все. Сделали небольшой плотик. Изначальный плотик сделался, первый плот на снегу, был наст. Мы на себе эти бревна перетаскали все, что могли, и сделали аккуратный плотик. Облицовочку такую сделали, жердинки туда-сюда, веток накидали. И красота, уже ноги не мерзнут, уже сидим на сухом. Постреляли уток тогда тот год. Этот плот у нас просел. Летом, получается, ну, до конца. В следующей весной пришли, он практически весь там.
тем более там не столько сейчас, вот сколько бревен, а там было 3-4 бревна, может, и все. Мы поверх него еще положили один плот, уже побольше немного. И сразу же поверх него еще один плот, получается трехэтажный. Но он, так как изначально строился с разных бревен, он у нас вот такой кривой был, было неудобно, но было зато сухо. И вот это место у Романа, Роман в последнее время всегда сидел там. Вот. Ну а теперь какие делаем плоты, вы видели сами. Давно уже хотел, давно собирался. С каждым плотом получалось все лучше и лучше. Потом появилась у меня техника ураган, благодаря которой я уже ни на себе, ни на плечах таскал эти чушки, вот эти огромные бревна. И это, наверное, если все плоты посчитать, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 плот мы сегодня уже. 8 плотов за 19 лет. Из них вот 3 на настоящий момент, 3 капитальных. На 2 можно еще посидеть, как бы пару веточек поставить, еще будет сухо посидеть. Ну, на одном даже палатку. 4, можно сказать, капитальных еще есть. А этот подкнил. Ну, такой маленький, аккуратный, 2 на 2 чисто. На плечах я его готовил. Ну а теперь я чуть-чуть не угадал с размером. Думал почему-то 2,50 размера, а у нас получилось уже 2. И палатка. Ну, надеюсь, палатка ничего не будет. Штыри там вроде бы нормально держатся. Посмотрим. Время покажет. Дело сделали нужное, дело сделали важное. Вот. Как-то вот так давай начисляй. И прочту еще 4 привета, которые собрались у нас. Так. Комментарий от Андрея Соколова. Пишет: здравствуй, Геннадий, как ваши дела? Нормальные дела, работаем. Как рыбалка идет? Хотел бы, чтобы вы прочитали этот комментарий и поздравили моего деда с днем рождения. Он вас давно смотрит, его зовут Григорий, и ему исполнится 61 год. Поздравьте его, пожалуйста, если получится. У него 21 апреля, день рождения. Так, сегодня у нас 17 апреля. Не знаю, когда выйдет этот ролик, но постараемся выпустить его 21. Так что сегодня вы смотрите этот ролик 21 апреля, а это значит, сегодня день рождения у Григория, отца Андрея Соколова. Значит, получается, у Григория Соколова. С днем рождения, Григорий! Моего деда тоже звали Григорий Алексеевич, погиб на фронте. Так что Григорий в нашем роду тоже были, а плохого человека Григорием не назовут. С днем рождения! Здоровья, счастья, благополучия на долгие годы. Поздравляю. Вот, поехали дальше. Аман, Сибирь. Всем привет, Гена. Ну, раз приветы передаешь, то передай и мне в следующем видео. Аману, Сибирь. Аман, Сибирь, огромный привет. Красиво отдыхайте, молодцы. Гена, еще хотел спросить, ты, наверное, спортом занимался или занимаешься? Форма отличная, молодец, так держать. Если да, то каким видом спорта? Строение плотов. Ну, если небольшая часть, наверное, и в этом есть, то, что бревна таскали, это тоже спорт. По 300-400 метров с лесу до болота таскали на себе бревна. Но основной спорт это, конечно же, было то, что мы с детства, то есть не мы, а мои родители держали огромное хозяйство. Были 2 коровы, в основном всегда 2 коровы. Естественно, вытекает из 2 коров 2 бычка или там теленка и 2 мелких. 2 годовалых, 2 мелких. Получается 6 голов крупнорогатого скота. Потом держали курей, держали свиней, держали кролей. Это 2-3 хлева это у нас было. Для всех надо было очень много заготовить сена, выносить навоз, натаскать воды. Это как вот мой спорт. Железом никогда не занимался. Изредка, раз в год, бывало по молодости, поднимал гирю на проводы зимы. Когда первое место, когда второе. Вот скоро приедет здесь Володя, вот он первое место всегда, потому что он на голову выше и на голову шире. Вот он, возможно, спортом не занимался. А я нет, я просто жил в деревне. Деревня, вот мой спорт. Так. Привет Николаю Кудымову. Огромный привет.
Привет Тиюбу Каландарову. Здоровья, счастья и привет огромный. И Сергею Кошелеву. Огромный привет. И, пожалуй, на сегодня все. Хорошего понемножку. Сейчас будет небольшой перерыв. Вы, кстати, уже заметили, что перерыв был после последнего ролика, после того, как мы с Сергеем ходили. Уже завтра вечером или послезавтра утром уезжаю в город Сыктывкар. Буду на прием к врачу, к ревматологу. Буду смотреть мои суставы. Не знаю, чем вылечат, не вылечат, но есть проблемы небольшие с коленными суставами, с локтевыми суставами. Он, говорите, спортом занимаюсь. Тут это и без спорта все болит. Короче, будем вот так вот немножко проверим свое здоровье. Не знаю, что они там проверяют, но съездить надо. Вот, день-два я буду там. Возможно, 3. Не знаю, как там получится, что. Ну, а потом приедем. И будет уже, скорее всего, открытие охоты. Опять же, будет задержка, потому что съемки будут. Буду стараться все запечатлеть. А когда это будет монтироваться, когда это будет выпускаться, одному Богу известно, потому что весновка продолжительная, весновка интересная. Ой, попробую, конечно, взять с собой ноутбук, хотя бы монтировать здесь, но навряд ли это получится. Ничего обещать не могу, будет короткий перерыв. Ничего страшного. Ролики будут, потом наверстаем. Ну а чтобы не скучать, заходите на мой канал на Яндекс.Дзене. Там ролики выходят каждый день. Я где-то там вроде до середины мая закинул пачку роликов. Смотрите. Ролики интересные. Да, они уже как бы история. 2001 или 2002 год, я не знаю. 2001 вроде бы там. Не помню конкретно, потому что не все подряд, что было на ютубе. Но более-менее интересные фильмы я кидаю. Все-таки ни много ни мало за 5 лет. 1000 роликов я уже создал. Вот этими руками, вот этими ногами. Вот такой вот компании, когда с Романом, когда с другими друзьями. Это все, конечно, очень интересно, мне даже самому смотреть, так что заходите, не стесняйтесь, подписывайтесь, смотрите. Как-то вот так. Ну что, вечером будем продолжать, покушаем. Завтра с утра попробуем сделать все свои дела. Немного прокачусь на урагане, пока держит наст. Пару направлений проверю. Можно, нельзя проехать, как там, что там по навигатору, ну, в планах. И если останется время, съездим еще на озеро и попробуем половить рыбу. Но это будет завтра. Так что, давайте, друзья, на пассажок. И мы не прощаемся. Просто говорим до свидания.